Здешний я. И отец мой, и дед, и прадед. Нас в этих местах все знают. Места наши особенные по своей неопределенности. Не то, и сё. Брюхо! Проезжал по здешней дороге тамбовский купец. И напали на него разбойники. Связали купца, а лошадок с товаром угнали. Дело было зимнее. Лежит купец и чувствует, что замерзает. И взмолился он тогда к Божьей Матери. И вдруг видит, вдалеке огонек засиял. И все ярче, ярче. И вышел тут из леса старичок, весь сияющий. Ну, сами знаете, кто. А в руках у старичка иконка небольшая, вот такая. Повесил старичок эту иконку на дерево, а сам исчез. А от нее такое пошло тепло. Извините, извините. На утро нашли купца живым и невредимым. И лошадок нашли в 5 верстах. Испугались чего-то разбойники, все побросали и побежали. Святость здешних мест была делом привычным. Являлись также блаженные и юродивые в большом изобилии. Святость здешних мест отчасти была и местным промыслом. Вдоль дорог держали ночлежные дома. И торговали провизией. По неслыханно высоким ценам. Революция, она, конечно, все поменяла. Но не сразу и не окончательно. Была эта власть какая-то неправильная, слишком уж кровавая и ветродуйная. Начальничали теперь люди либо пришлые, либо местные, самые никчемные и с дурной славой. Ну, что я вам буду говорить? Вы сами все знаете. А вообще же
к Божьему чуду в наших местах привыкли, как к дождю. Или снегу. А была в нашей деревне своя блаженная Дуся. Дуся неходячая, провидица и много добрых дел сделала. И ходили за ней 3 женщины, 3 хожалки, при ней кормились. А была в брюхо еще одна достопримечательная особа. Маня Горелая, тоже личность знаменитая, но совсем другого рода. Была она беспримерной ругательницей, и тоже говорят, будто ясновидящая. Все про всех знала, и про прошлое, и про будущее. И была между нашими блаженными великая вражда. Который раз за водой идет. Чего же она ее все выливает? Видать, не в воде дело. Смотри, колодец-то рядом, а она вон куда ходит. Хочет и ходит. Ходит, ноги бьет себе, только без толку. Вот и ходит, ходит и ходит. В колодце-то вода низовая, мутная да кислая. А там ключ святой. А чего же она ее выливает тогда? В тот раз уж до крыльца донесла, с крыльца и выплеснула. А это по Дусину слову. Если зверь нечистый, или человек сренится, или колокол грянет, или еще что там, не знаю, то вода и портится. Дуся ее ни на мытье, ни на питье уж ни почем не примет. Ой. А вправду говорят, что она не ото всех берет. Не, брать берет. Только не ото всех сама есть станет. Иной раз возьмет, да и раздаст. Ой, а подарки-то она брать любит. Особливо платки брать, ох, как любит. И простые, и хорошие, и шали, и золотого шитья даже. А сама носит платок простой, белый, повяжет его так, вроде фатой, и даже никому постирать не дает. Тьфу. Ой, лет 10 тому погорели у ей платки. Лежали в сундуке и сами собой погорели. Ой. Ой. Пахнет у ей дымом в келье, уж по всей деревне несет, обыскались, где тлеет, а? А на другой день сделался у ей в келье воздух черен и дух смрадный. Открыли сундук, а там одни уголья от платков. Одни уголья от платков. Ой. Ну и что она? Дуся-то? Чего она? Она в слезы. Как же, говорит, теперь я своих доченек без платков-то одену? Как одену, как... Это, говорит, все, Маня Горелая, она навела. Только она тут ошиблась.
Маня в ту пору в Дивеево ходила, ее тут не было. Не было тут Мани, не было. Батюшки святы! А хлебов-то хлебов! И несут, и считают. На что им столько? Ой, да отберут же, если прознают-то. Нас вон с Пасхи уж 2 раза обкладывали. Сперва хлебом обложили, а потом и медом. Знает, что Петр Фомич-то мой пчелок водит. Ой, молчала бы, Петр Фомич. Ой, ты чего? Да вроде камушком кто упадал. Ой! Маня, ты чего? Ты за что это ее обижаешь? Она, может быть, за помощью пришла, цельный день дожидается. За что ты ее обижаешь? Шуба волчья, сукном крытая. Чего? Да ложек дюжина из польского дома. Ой, придавили тебя. Ты чего? Придавили. Ты чего, какая шуба? Ничего я не брала я никакой шубы. Брала, на спине лежит, о, придавила-то как. И ложечки серебряные. Все воры, все, кроме Дуси. Она дура. Дура. Иди к Дусе. Она тебя выпрямит, а ты потом будешь серебряными ложечками по огненной сковороде шкрябать. Ничего я не брала, чего ты на меня наговариваешь? Иди, исцелит тебя святая колода. Во имя хвоста пуха и глухого уха исцелит. Во имя пера пуха и глухого уха. Аминь. А меня Дуся исцелила без иконы и кадила, исцелила без креста все запретные места. Опять всю воду испортили. Что ты говоришь-то? Ты что говоришь-то, сатана, а? Ой! Ты за что меня бьешь-то, Манечка? Небось, меду принесла? Принесла. Она что принесла? А гостинца Дуси, Манечка. А в другой раз и тебе принесу. А нужен мне твой мед. Помашем дырку-то свою, кошель лохматый. Хочешь быть етой, а будешь битой. Ты посмотри, какая злодырка, а? Всюду лезет, всюду сует свой нос. Иди отсюда, злодырка, сатана. Тьфу на тебя. Вот сатана, ты посмотри на него. Ой! Ой, Надька! Ой! Это кто тебя так? Ой! Петр Фомич, что ли? Да ну, Петр Фомич ни в жизни меня не тронет. Это ж я загуляла, малек. Да ты чё? Да, и прибила меня мужикова баба. А Петр Фомич, он меня жалеет. Пойди, говорит, к Дусе, попроси, что подстать тебе от этого О, дела. это ей ничто. Да. Она тебе даст сухарика маленого и отойдет. У ей молитва верная. Больных исцеляет, сатану изгоняет. Вот Ирина лет 5 или 7 тому мальчонка утоп. Так отец его верхами прямо к Дусе. Оживила ведь? Оживила, из мертвых восставила. Совсем здоровый стал, только через год обратно утоп. Ой, ты бедненький. Куда? Ой. Чего? Что-то плохо. Ага. Милостивый государь, Ой, ты чего? Иван, устали. Неужели вы не можете принять во внимание? Фу, какая гадость! А это тоже за молитвой? Ой, так, осторожно. Николай Николаевич, не, он так упал. Шел мимо, да упал. Видишь, тяжелое вино, как оно к земле так вот, да. Ну все, Николай Николаевич, все. Может тебе водички принести, а? Ой, ладно. Отдыхай, милок. Чем больше хочешь отдохнуть, тем жизнь страшнее, тем жизнь страшнее.
Сырой туман ползет с полей. Все, ничего. Нет, не так. Мы дети страшных лет России. Чем жизнь страшнее, тем жизнь. Пойдем-ка я тебя домой отведу, а? Вставай. Стихи он знает. Он культурный очень. Оно и видно. Вставай. Ангел России. Куда ж ты? Вставай домой. Иван Гусавович. Вставай домой. Густав Иванович. Честь имею. Я не потерплю, чтобы в моем присутствии. Все, домой. Домой тебе свидеть. Разошелся. И что разошелся? Надька, а ты что, дожидаться-то более не будешь, а? Ты же молитовку хотела получить, а передумала. Ой, молитовку хотела получить и передумала. Ай, Надька, загуляла. Ой. А в тот год в эту пору дожди были. Че стоишь, дура дурой? Че пришла? Дочка вот больная. А че это она у тебя больная? Господь попустил. А, Господь попустил. А ты к Дусе, значит? А по святым-то местам ходишь? Хожу. И в Киев ходила? Ходила. В Оптину ходила? Ходила, мамочка моя. В Дивеево ходила? Всюду ходила. К самому Иоанну Кронштадтскому ходила. Она еще махонькая была, как я ходила. И что, и не помог тебе Иоанн Кронштадтский? Не помог. Царство ему небесное. Ни чуточки не помог. А сама-то Богу молишься? Молюсь, матушка. Божью Матерь призываешь? Призываю. Не помогает. Не помогает. А, доченька твоя, как ее святое имя? Елена. Еленочка. Твоя Елена. Говорит она что? Какое говорит? Бессловесная она. Смотрит только глазками. Не говорит, значит. А что, много ли грешит она? Мамочка моя, да какой я грешит? Да как грешит-то ей ни ручкой, ни ножкой не шевелит. Только всего и может, что плачет слезками бессловесными. 14-й годок уже. Ангел небесный, ни словом, ни делом не согрешает. Что же ты таскаешь-то ее, дура пешеходная, по белу свету, как котенка? Иди домой, дура, иди! Будет тебе и радость, и утешение. Погоди чуток, уже недолго ждать. Исцелиться. Иди домой, тебе говорят. Не нужна тебе колода святая, Дуська-то. Бери своего ангела и проваливай. Утешишься скоро. Иди, у ей слово верное, как сказала, так и будет. Давай, иди.
тебе самой скоро пригодится. Ох, разрешила ты меня. Всю жизнь буду Бога о тебе молить. Со святыми упокой. Со святыми упокой. Со святыми упокой. Святая колода, моли Бога обо мне. Святая колода, моли Бога обо мне. Святая колода, моли Бога обо мне. Ой, святая колода, святой водой поссали. Исполать, исполать, исцелили, осветили, только миром не помазали. Иди отсюда, половина сатаны. День он на крыше сидит, ночь на крыше сидит. Иди, жопа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чего смеетесь, дуры? Плакать будете? Ждите, ждите, дуры. Примет вас Дуся, напустит на вас Святого Духа, не продохнешь. А Дуся вредная старуха исцелила бабам брюха. Бабам некогда болеть, стали все беременеть. Золотуха. Я петух, кто меня потух? И ты пошел вон. Я? Два пошел вон. Дуся Бога молится. Все Бога молятся. Что теперь? Обратно наверх прибрать? Нет, не прибирай, пусть платочками покрой, пусть лежат здесь, они предназначенные. При тюрьме голова-то есть. Красноармеец придет, все возьмет. Твоя голова возьмет урну и гьется. Прячь хорошо. Она мне все время перечит, видит, что я больная и перечит, не слушает меня. Только деточки меня, мои
В рай пойду с Дусенькой, и Ниночка, Перлиночка, Иванушка в синей рубашечке, Егорушка. Где Егорушка? Егорушка где? Может, погреб? Где Егорушка? Егорушка, где же Егорушка-то? Вот он, Егорушка, слушает меня. И Царица Небесная нас слушает, а? А больше никто меня не слушает. Матушка, голубушка наша, скажи, всех хлеба здесь оставлять? Пресвятая Богородица, они нисколько меня не слушают. Матушка! Слушания не любят, обижают бедную Дусю. Прости, Христа ради, матушка. Каким платочком велишь прикрыть? Вдовьем, Настенька, вдовьем. Возьми в сундучке черные платочки, их там наготовлено, и покрой мой хлебушек. А ты, Марья, вот встань перед башницей и клади поклоны. 100 поклонов. Марья 5 знает, 10 знает, а 100 не знает. Какое против... Ну да пошла. Так ему к Николаю Угодничек. Божьей матери ходи. Ну, а Николай Угодничек погодит пока. Настя, нет! 70 хлебов не покрывай. Их прибрать надо, они предназначенные. А 8 хлебов оставь. Они не предназначены, их прибрать надо. Деток кормить надо. А 70, говорю, покрой, покрой. Они предназначенные. Антонина, а ну-ка, ставь самовар, гость при дверях. Воды нет, матушка. Прости меня, грешную. А чего это нет воды-то? Не донесла, матушка, я уж на крыльце стояла. Помолилась плохо. Хорошо молилась, матушка. Значит, без внимания. Прости меня, грешная матушка. Господи, то чаю испить не дают. Злыдни какие. День на исходе самовар не ставят, за водой не ходят, все ленятся. Воды даже и чаю бедный испить не дают, а? Ох, накажут тебя, Антонина, накажут. Упаси, Господи, матушка. Господи, тут у меня сон снился. Кто? У меня же и вот и Вера покойная тоже. Все с букетами стоят. У кого розы, у кого белые, у кого голубые, а синие. А кто ко мне приходил и милостыню приносил, у тех в руках ветки вая, можжевелые в синих ягодах. А вот ты, Антонина, и ты, Марья, стоите возле меня с сухими прутьями. Все потому, что не любите послушания и молитесь плохо. Прости, матушка, прости, Христа ради. Я-то простю, я простая. А вот простит ли Господь, как вы за бедной Дусей-то ходите, обижаете? Так расстроит, что даже моей бедной Дусе-то не дано, Господи. Конфету дай, Настя. Матушка, ты прости нас, грешных. Прости ради Христа. Замучила, да? Замучила. Сама Дуся вот конфетку-то ест, а за ложку меда шумит, да? Прости, Христа ради, матушка. Не сама думала, враг вложил. Враг вложил. Я твои мысли-то знаю. Вот этого захотела. Я тоже хотела. Ой, как хотела. Сам кудрявый, глаз синий-синий у Проклушки был аж черный. Пояс на нем серебряный. Ни у кого такого не было. Заморский был пояс. Погуляли, сговорились под венец идти, а его все нет. Нет жениха, вот что я говорю. Вдруг вижу, Татьяна, сестра Проклова, ко мне через двор бежит, а на ней платок черный, я так и пала на землю, забилась. Но вижу, жива осталась, только ноженьки мои, все. Больше я не вставала на свои ноженьки. А Прокл что? Прокл сбежал, Прокл сгинул. Не на Прокла нас ждет, и вас Прокла не ждет.
Пущу я тебя, Настя, добра тебе в том не будет. Ах, видно, добра-то мне ни в чем не будет. А ты как думала? Последние времена живем, на страдания рожденные. Порадоваться хотела, матушка. Тут поработаешь, там порадуешься. Ну, кто там еще? Да кому там? Странники были, да, разошлись все. А я говорю, пусть зает девка. Вот она, за поленницей притулилась, ее и не видно. Антонина, ты того, дай ей ложечку меда. Ты чего? Чего такую маленькую ложечку берешь? Жадина, побольше, что ли, ложечек нет? А? Ну иди, 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 за самоваром смотри, нечего без дела стоять. Ну чего? Нагуляла? Нет, не нагуляла нисколечки. Он страшный, силком меня взял. Маманя у них уборщицей, а я ходила помогать. А маманя заболела. Я за место нее одна пошла. А он и навалился, страшенный, противный. А потом мамка говорит, иди, он тебя зовет. А я и пряталась, и убегала. А мамка говорит, иди, а то совсем прибьет. Я и хожу. А тут он мял меня. Говорит, сына родишь, женюсь. А люди говорят, есть у него жена в Тамбове или где. Я думала, он сам меня бросит, я бы потерпел. И что ребеночек это ничего. А что же теперь? Так и жить с ним. Я боюсь его, он страшный. Не первая и не последняя. Вот у Танечка, вот у Манечка, деточки мои. Сон я видела. Будто дитя у меня закричало в животе. И крик вроде как бы железный. И так дергает, дергает. Вроде бы у меня не дитя, а машина! Страшно! Марья, Настя, Антонина, ну куда все подевались? Здесь мы можем. Посласти, посласти. Ну какую ложку берешь, что у половник бы взяла? Маленькую возьми ложечку, каким мед начерпают. Ну иди, иди с Богом, иди. Матушка, так что же мне делать? Меня мамка послала, сказала, иди к Дусе. Как Дуся скажет, так и делай. А страшно. Бог вразумит, что Дуся, Дуся больная, Дуся простая, Дуся неграмотная. Иди с Богом, иди, иди, иди. Настя! Открой! Гость при дверях! Здравствуйте. Мир вам. И духове твоему. Антонина, а ну-ка ступай за водой, да с молитовкой, молитовкой. Мария, ты иди отсюда. И ты, Настя, прочь пошли. Благословите, батюшка. Ходил я, Дусенька, в
совет нечестивых по повестке. В городок вызывали. Господи, помилуй. Как жить-то будем, Дуся? Плохо, батюшка, плохо. Меня вот опять хлебом обложили. Господи Иисусе Христе, прости нас грешных. Отказался я, Дуся. Нет, говорю, у меня хлеба. Если не верите, приходите, ищите, что отыщите, то ваш. А ведь он, Рогов-то, крестничек мой. Ох, взыщется с нас, Дуся, взыщется. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Придут за мной скоро, Дуся, не сегодня, так завтра в уезде вот всех уже собрали. Пора, я думаю, мне собирать. Не будет тебе тюрьмы. Да я не об этом забочусь, Дуся. Будет так будет. Церковное имущество конфискуют. Храм уже почти весь обобрали. Священные сосуды тоже. А ведь у нас там чудотворная. Не спрятать ли, Дусь? А то ведь возьмут нас дверня. А ты вперед, батюшка-то, не забегай. Там вот тебе 70 хлебов осчитано. Ну, какие собаки кость отвяжутся. 70 хлебов, говоришь? 70, батюшка. Настя счет вела. Как же ты, Боже, как же ты дозналась, Дуся? А кто его знает? Может, шепнул кто, да? Дусенька, откуда же ты взяла столько хлеба? Народ несет. Собралось. Надо им поскорее хлеба-то отправить, как бы враг-то не прискочил. Слава тебе, Господи, слава. Слава тебе, Боже, Христе наш, имя Твое святое. Не пришел еще час, не пришел. Ну, Петр Фомич-то с лошадкой едет, мед в городок торговать везет. И шарать-то взяла моду, а? Марья! А ну-ка сбегай, призови Тимошу, хлеба поможет оттащить. Бог с тобой, Дуся. Сначала надо узнать у Петра Ефимовича, возьмется ли он вести-то. Ты очень иди на дорогу, а то еще мимо проедешь. Давай. Надо, Дусенька, что делать с иконой-то, а? Не забрать ли? Дуся, а может тебе перенесем? Ведь у тебя, я думаю, искать не будет. Почем знать? Деточки вы мои, сироточки вы мои, кто вас оденет, обует, кто вас накормит, напоит, без батюшки, без матушки. Вы, старче, как поедете мимо церкви-то, отдай вот матушке Евгении сухарик, скажи, Дусь послала со своей честной постели-то. Ой, деточки, сироточки вы мои, деточки вы мои. А иконка, владычица, сама о себе позаботится. Прости. Прости меня, Дусь, прости. И ты прости, батюшка. Петр Фомич велел по-быстрому, говорит, там туча идет. Ну тогда с Богом. С Богом. С Богом. Осторожней, с Богом. С Богом, с Богом, с Богом. Матушка, управились с хлебом, самовар кипит, все готово. Ну чего стали? Собирайте трапезу.
помолимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас грешных. Аминь. Христос посреди нас. Антонина, пусть войдет. Отправил батюшку. Достойно нести Богу истину, блажить Тебя Богородицу, весу блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую, без сомнения, Серафим, без искрения Бога зловорошую, сущую Богородицу Тебя величаем. Господи, Пресвятая Богородица, Матерь Божия, спаси и сохрани. Видите? И ты, Тимош, бери. Обмакнул в мое блюдо, обмакнул, со мной вместе обмакнул. Господи, Пресвятая Богородица, Самовар. матушка. Горячий. Господи, чего это? На столе нет ни сахара, ни варенья, даже меду нету. А то люди говорят, что я своих хожалок даже голодом морю и сахару не даю. Куда мне положи? Мне положи побольше. О, еще. И ты, Тимоша, возьми кусок сахару-то. Ну, говори, чего пришел? Маманя прислали. А? Повестка призывная пришла из городка мне служить. А я в лес хочу уйти. Куда? В лес? А что в лесу-то станешь делать-то? Ну, жить. Живут же по лесам. Ну, живут, старцы живут, святые. Не живут, а выживают. И что захотел в лес-то, а? В лесу темно и страшно. В лес-то. Куда ты? Все тянет и тянет, как только на глаза покажется, так сразу тянет и тянет. Гришна, Машенька. Такого у них-то еще страшнее. Ну, от меня-то чего тебе надо? Маманя говорит, если Дуся благословит, иди. Ну, Дуся, кто я такая? Архиерей, что ли, благословлять-то вас? Настя, ну что? Холодный чай, ну, горячего, что ли, нельзя было налить? Ну, что это такое, господи? Ну, бестолковые какие-то, ой, ну, господи. Ты в храм-то Божий ходишь? Хожу. А в хоре ты поешь? Пою. Отца Василия-то знаешь? Ну, а как же? Ну, ты ходи к нему, что ко мне за благословением ходить к нему и ходи за благословением.
Настя, ну чай, голодный чай налей, выливай его в лохань, выливай, Матушка, так да сахаром. хоть сахаром, хоть еще золотом, давай выливай, ну выливайте чай, все, не надо мне никакого чаю, все, давайте собирайте со стола, все, вы, Господи. Никак пожар оборони Господь, матушка. Ему ниоткуда не видно, матушка. Долой! Нету! Долой, ты поди погляди, кой сатана. Несите меня в Божий храм! Чего сказал, какой храм? Церковь я собираю. Матушка, куда ты? Сейчас не Пасха, не Рождество. Куда тебя нести? Тебя старец благословил мне служить, вот и служи теперь речь мне. Одевайте, 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 скорей, одевайте, одевайте, одевайте. Матушка, прости, ради Христа, прости, ради больно. Христа. Да не уроните меня, не уроните, ведь нарочно вывалите. Какой собака тебя подберет? Ну, с Богом, с Богом! Матушка велела сказать, страшное дело творится. Только отец Василий уехал, красноармейцы пришли, велели храм открыть. Матушка им ключей не дала, сказала, отец Василий увез. А они замок сшибли, матушка тогда на колокольню. И ну пить, народ прибежал, а двое в алтаре с папиросками. Они по храму ходят, отец Дьякон придет, говорит, что вам угодно будет. Один говорит, чтоб ты сдох, а второй говорит, чтобы опись церковного имущества делать, потому как оно народное. А теперь народ его назад отбирать будет. Они по храму ходят, все переписывают, цветы, чаши брать хотят. Один говорит, где у вас чудотворное, подошли к Кивоту, а там один оклад. Иконы-то нету. Народ стоит, плачет, а страшно они с ружьями и ругаются очень. Несите! А кто за злом? Враг пусть треснет! Пусть треснет! Гордая какая гордая! А все равно в одной яме лежать будем! Несите! Чего встали? Хвалите Господа с небес! Хвалите Его вышли! А мироносицы пошли! Мира в жопе понесли! Подходите, бабоньки! Подходите, мужики! Маня всех мир помазует! Ума не на всех хватит! Ты где? Что это было? Вон, ты-то где? Что ты много сделалось? Никак шарахнула! Вот! Не видать Петера! Ты видишь что? Да хер я вижу, Филипп! Ты где? Ой, Дуся, святая новая! Я нашел его писать, да нога дубовая, а восьмая хлопотливая, да молоденьких девиц
Антонина! Антонина! Пусть пойдет. Матушка. Матушка. Господи. Матушка, кого в дом? Матушка. Тимошка. Сними с него одежду печатями. Сними. Фу. Плюет. Господи, дал мне хожалку. Хуже татарина, в дому плюет воровка. Сними с него одежду с печатями, сама неси в сарай, сама там сиди, на глаза не показывайся. И спи там теперь, всегда там спи. А ты, Тимоша, стой там, где стоишь. Сама сарай-то сиди. Говори, зачем пришел? Матушка Дуся убег, я нет мочи. И еще одно дело вышло, только быстро не скажешь. Говори, как можешь. 2 дня прошло, как церковь закрыли. Пришли ночью, забрали меня и повезли к главному, то есть к Рогову. 5 лет мы не виделись с ним больше. Он как на германскую ушел, вот так и не виделись. Я бы его и не признал, даром что брат. Он с видом совсем другой, он ведь партийный теперь. И как приехал домой-то и не показался. Все знает, и лютый как черт. К ночи. Он меня к себе призвал. Брат сразу узнал, говорит, я тебе новую жизнь покажу. Он говорит, мамаша наша Ирина Федоровна отсталая, боговерующая, и вся темнота от нее, то, что она церковная. А ты, говорит, новой жизни достойной и прекрасного будущего. Смотри, какой елдак отрастил, а небось, баб еще не имел. Повел он меня в баню, с ним 2 его товарищей, а прислуживают все бабы голые. И пошла между ними игра, и меня зовут, и я с ними тоже играл. А потом он повел меня ужинать. Ему ужин принесла девка, молодая, красивая, на сносях, но не жена ему так. Тут он говорит, ты, говорит, что там ваша Дуся Блюхинская натворила? Ты, говорит, там был? Я говорю, ну был, видел, чего видел? Ну я говорю, что один у отца дьякона чашу взял, а второй в нее цигаркой тычет. А тут Дусю Брюхинскую вносят, а она с молитовкой. И вроде как свет засиял, яркий, как от Малонии, а грома нет никакого. Верно, так и было. Я ж не вру. А они как завопили, за глаза схватились. Отец дьякон их из церкви вывел, они ружья свои побросали. А он послушал и говорит, надо мне, говорит, самому разобраться, что ваша Дуся там народ мутит. Нет, говорит, никакого чуда, болезнь у них глазная. Верно, болезнь. Оно и есть болезнь, кто же противоречит? Болезнь есть. Он болезнь. меня у себя не оставил, стал я в казарме жить. А, забыл сказать, те 2-то. Один в уме повредился, сидит в исподнем и плачет, в больницу он, хотя и развиднелось у него. А второй он тоже не совсем слепой оказался. Как пришел, запил, а ночью у него то ли живот схватило. Он в отхожее место пошел и оступился в яму-то. Там в казармах ямища-то огромное, только поутру его и выудили. А жизнь там, матушка Дусенька, плохая. Такая плохая, что и описать-то трудно. Меня при тюрьме стеречь поставили, уж каково мне тяжело, а каково тем я и сказать-то ничего не могу. И отец Василий там. Хлебушек они твой взяли, а его уж назад не отпустили. Я его видел несколько разов. Я, Дуся, сразу решил, что убегу, да страшно было. Они кого ловят, дезертиров-то расстреливают. Ну и там уже не вмоготу. Боишься смерти? А кто ж не боится-то? Все боятся. А вчера, Дусенька, матушка, он меня к себе призвал и говорит, обманул нас ваш поп Василий, икону где-то припрятал, запирается, не признается, где схоронил. Я осмелел, говорю, на что она вам сдалась-то, чудотворная наша? Мамаша наша постоянно к ней таскала все. А он только смеется. Такая меня тоска взяла, Дусенька. Дусенька, матушка, а? Отправь меня куда в леса, а? Какому старцу служить? Я бы и чудотворную на себе унес. Стерег бы ее там, а? Чудотворную? Где я тебе ее возьму? Тебя кто-нибудь видел, как ты сюда шел? Нет, я тайно ушел. Антонина, яйцо печеное есть? Да, кажется, есть яйцо, есть еще. Дай мне яйцо. 2 яйца. И хлеба, и грибов, и сахару. Кусок отщепи. Пусть ест здесь. Ешь теперь. А домой не заходи к матушке. Мы тебя здесь спрячем пока. Тут лежать будешь. А там видно будет. Антонина,
А ну-ка давай постели ему на чердаке. Там лежать будешь и Богу молиться, да не высовывайся. Антонина тебе есть носить будет. А долго мне лежать-то, матушка Дусенька? Сколько надо, столько пролежишь. Я вот 40 лет лежу. А тебе не легче лежать. Эти вот бегают, говорят, толку-то мало. Марья! Чего плюешь-то опять? А ну-ка неси! Поганую одежду в сарае, сама там сиди! Пошли все! Пойдем рассказывать. Настя, а ну-ка возьми цельный коровай хлеба. Собачья четверть отрежь, а другого коровая. Лука возьми и ступай к старцу. Дорогу не забыла? Как можно, матушка? Дорогой читай Богородицу, как речку перейдешь Царю Небесный. Про малого ему скажи. Если слово не скажет, в ответ не жди, назад возвращайся. А то он любит поболтать, помусолить. Времени нет, но знаки его привечают. Может, знак какой подаст. Так ты примечай, примечай. Буду примечать, матушка. Ох, жалко Тимошу-то. А чего его жалеть? Есть кому пожалеть-то. Ну, иди ты маслица-то возьми. Скажи, Дуся кланяется, молится, и сухари тоже возьми. Да иди, может, к рассвету-то и успеешь-то. А? Ты смотри, деревню-то обходи стороной. Тихо, иди. Ну иди, деточка моя, преклони головку, преклони. С Богом иди. Антонина! Уложили малого? Да, как лег, сразу уснул. Марья там? Марья там ругается, говорит, не буду я в сарае спать, и все холодно здесь. В аду будет гореть этот холод вспоминать. Отнеси ей зипун. Скажи, чтобы в дом-то не заходил, а то все время плюет. Да не носи ты ей этот зипун. И крюк на сарай наложи. А зипун он повесь на дерево у кладбища. Чего повесить? Зипун? Зипун повесь на дерево у кладбища за церковью. Господи, бестолковые-то какие, а. Ой, Марья, Настя, Антонина. Ой. И спить воды некому подать. Бедная Дуся. Болеть некому пожалеть. Только деточки мои, доченьки мои, да царица небесная меня пожалеет. Она все для меня делает, чего не попрошу. Скажу ей, попроси своего сына, пусть накажет нечестивцев и наказует. А жалки меня не слушают, нет. Сиротами без меня будете. Ай, нет! И вас с собой заберу!
перемолвиться. Ох, всему свой срок подходит. И тебе подошел, и мне подойдет. Вышел весь, помер горемычный. Сколько годов мы с тобой вместе прожили, сколько дорог оттоптали. Ото всего оборонял меня сердечный. Вперед ты, и я за тобой. И ладно, и будет. Свищет 40 градусов мороз, нищий снял порточки, дрищет, прохватил его понос. Ебена мать, а вот и новый зипон мне Бог послал. Хорошенький ты мой, новенький, да красивый, да петли красные, а пуговки-то пуговки. Старый схоронила, и новый явился. А на могиле нищий дрищет, брюхе ветер, желтый пар. Приходи ко мне, миллионок, вместе вздуем самовар. Раздайся в народ, раскорелая пойдет. Идут на нас! Кто? Сроком кто? А наши души идут! Пресвятая Богородица, моли Бога о нас! Господи, Иисусе, все спаси! Помилуй нас, грешников! Матушка Дусенька. Здравствуй! Пришел поклониться тебе, угоднице и чудотворице. Ирины Федоровны сын старшой.
Пришел, значит. Че ты? Набздено очень. Дух зело крепок. Узнала меня. А может, ожидала? Пацанов-то нас много по деревне гоняло. А Дуся у нас одна. Повсеместно известная Дуся. Мне люди говорили, что ты на меня серчаешь. Погоди, я же с угощением. Ну давай, Вань, пусти меня! Марья, пусть войдет. Зачем ей? Подождет твоя Марья. Мы, земляки, давно не виделись. Нам потолковать надо. Опа. Я там человечка при дверях поставил, чтоб люди не мешались-то. А то нынче народ-то сама знаешь какой. Все лезут и лезут, лезут и лезут. А, поговорить не дают. А? Убери, господи, убери. А чего? Зачем? Так мы это, сядем редком, выпьем по рюмочке-то. О, закусим. А ты чего надулась-то? Может, пост какой? Да она с юности мяса не ест. А зелье твоего проклятого никогда в рот не брала. Надо будет возьмет. Надо будет еще не то возьмет. Ты стаканчики-то принеси. Скажи мне, матушка Дусенька, что это такое на моих ребят-то навела, а? Что это ты говоришь? А ты забыла? Запамятовала, значит. А что это? Когда это было? Ну, давно, недавно. Скажи, что сотворила с ними. А что Дуся? Дуся ничто. Господь их покарал. Антонина, где Ниночка? Ниночка моя, где? Ну где она, моя Ниночка? Ниночка. Ты смотри-ка, а. Бабушка, а все еще в куклы играешь. Деточки мои. Іванчо, там в сараї старуха сидить, а під старими яслями шинель червоноармійську та гимнастерку знайшли. Ось що виявилося. І ще меду 2 дижечки мали, а в скрині рядно штучне старого виробу. А в другій крупа, та вся малими мирками в мишечках. І пшоно, і гречка, і горох є. Шинели, говоришь? Интересное дело. Что же это у тебя, Дусенька, за кожалки такие? В шинелях ходят. Вы там хорошо посмотрите. А мы здесь посидим, поговорим. Золотая? Руками не трожь. Что ты, не буду, понимаю, святое. Весь дом опоганили. Как я теперь жить в нем буду? А ты долго жить собираешься? Вот тут у тебя дыра-то будет, 3 лет не пройдет. Антонина, поищи-ка, да с гребешком. Ты смотри-ка, а. Не любят нас. Говорят, мы им дом испоганили. Товарищ Рот, там старуха как сумасшедшая. Сюда рвется, в дом просится. Говорит, я здесь живу. Ну, пускай войдет, коли так хочется. Живу я здесь, пусти! Полный сатана! А, красноармеец твой дурак! Ты сам дурак! Сатана! Сатана! 啊 А! ！ 啊！ ！ А! ！ 啊！ ！ ！ ！ ！ ！ ！ ! А! 啊！ !！
Дом чей? Дом мой. Авдотьи Ивановны Кисловой. Все. Больше слова тебе не скажу. Ты смотри-ка, беда какая, а? Не хочет она с нами знаться. Ну и ладно. А ты говоришь, с ней живешь? Да, 7 лет живу с ней, хожу за Авдотьей Ивановной. А звать как? Антонина. Антонина Митрофановна Сытина. Мещанка из Изюмска. Монашка? Монашка рисофорная. Толковая мамаша. А ты кто? Дусь, эта бабка тоже за тобой ходит? Ты живешь здесь? Чего в сарае-то делала? Срала делала. О, смелая какая, а? Татарка, что ли? Ты сам татарка. А я христиан православный. О, теперь вижу, мордва настоящая. Прости меня, Дуся Божья. Опять плюет опять. Паспорт-то есть. Так дай, пенись шала. Азюну кур. Надо понимать, нет паспорта. Ну, будешь Мария Мордвина. И хватит с тебя. Опять плюет. Семенов, ты пиши, пиши. Ага. Значит, 3. А где 4? К родне ушла. К родне. А звать как? Анастасия. А фамилия? Не знаю. Не знаешь, значит. Сам татарин. Мать твоя татарин. И святого места ты не знаешь. Рабину-то на горище поставили, а там ось що. Братан. Братан! Ха! Здорово, братан! Братик! Спасибо тебе, Дуся, брата моего укрываешь, привечаешь. Давай, давай, братик, выпьем. Выпьем. Вот так вот. Давай, со свиданицей. Я не пью, Сень. Как? Я не пью. Сеня. Сеня. Сеня я тебе. Ну а раз я тебе Сеня, то давай пей. Ты чего в сарае-то делал, а? Богу молился или бабкины сорочицы считал? Пресвятая Троица, моли Бога, она... Да. Троица. Троица. Троица вас судить будет. Первую голову Троица будет судить дезертира Тимофея Рогова. А уж потом за укрывательство Авдотью Кислову с ее сожительницами. А то, что через тебя, чудотворицу, 2 красноармейцев ослепит, так я в это не верю. И поэтому за это тебе, Дусенька, ничегошеньки не будет. А получишь по народному справедливому закону.
род – это я. А ты навоз. Молитесь. Семенов, ступай на улицу, приведи 2 первых, кто под руку попадет. Ага. А ты сиди, отдыхай, дух переводи. Справедливость, чтоб по правде. Дусь! Дуся! Хочешь, чтоб все по правде было, а? Деревня-то ваша на плохом счету. Сельсовет не выбрали. Мужики, никакой активности. Пшел к своим. Ой. Товарищ Рогов, а баба годится, а? Чего ж не годится-то? Очень даже годится! Местная? Да, местная я. Здесь и замужем. Чья? Петра Фомича Козелкова. Петька Хромый. А я Рогов. Ой, самый Рогов? Самый есть. А вы на какую такую работу направляетесь? А тут бабка одна живет, у нее взять можно. Тебе не вмоготу, что ли? Так похмелиться ж просит. А я его знаю. Вроде знакомый. Ба! Так это ж учитель! Голованов Николай Николаевич! А? Ой, хорош сделался, а? Учитель! Голованов! Сколько лет-то не виделись? 8-9. Да ты не мучь человека. Дай ты ему. А ты добрая. Да, я добрая. Ты прости. Чего хочешь дам. А чего мне просить? Мне все сами несут. Они принесут, сам возьму. Мы не просим. Тише вы какие. А ты ж говорила, Козелкова жена. Ну захочу жена, не захочу ж не жена. Это уж как мне угодно будет. Самостоятельная, значит. Именно Хорошо. что. А как тебя Надежда по отчеству? Григорьевна я. Хорошо. Сделаем мы тебя, Надежда Григорьевна, большим человеком. Будет тебя народ слушать. Ой, да кто ж меня послушает, а? Да ж смех один будет. Все будут слушать, и смеха не будет. Страх будет. Еще чуть-чуть и все. Alles wird in Ordnung. Aus dem Schlaf gerüttelt. Ich habe mit Leid die Kaffee geschüttelt. Все! Я узнал тебя. Послали меня в Цюрих, где 2 года обучался разного рода рукоделию, включая железные крестьянским ребятишкам. Verstehen Sie?
Entschuldigen bitte. Il plaît dans mon cœur que le Settlinger, qui pénètre mon cœur. Но вернувшись, стал я заниматься не педагогической деятельностью, а революционной. А ты тогда под стол пешком ходил, а я организовал стачки на мануфактурах, за что арестован был в начале 906 года. Так ты меньшевик, что ли? Меньшевик, большевик, какая тебе разница? Так вот, дорогие мои, педагогический совет дал мне разрешение на преподавательскую деятельность в ремесленной школе. До этого мне преподавание было запрещено. Ссыльный был. В первый же год моей педагогической деятельности появился в моем классе вот такой вот мальчишечек. Арсений Рот. Какая память, а? Блин, Ладно, и ты сгодишься. Честно говоря, я ни на что не гожусь. Впрочем, как, Надя, гожусь? Но здесь в брюхо я еще кое-что гожусь. Могу за бутылку самогона крышу починить или печь перебрать. Хочешь, могу гроб сколотить. Учили в Цюрихе хорошо. Вот. Вижу, что годишься. Найди-ка, Николай Николаевич, баньку у кого получше. И стопи. А мы попаримся. Семенов! Семенов, попаримся! А ты спинку потрешь? Она потрет. Она всем вам потрет. Она мама хорошая. А что? Я потру. Ну, а потом, стало быть, и закусим. Встречаемся здесь в 8 часов по нашему новому времени. Ты, Николай Николаевич, получишь за свои труды бутыль самогону. А ты, Надька, как будешь стараться? Я буду стараться. Я очень буду стараться. Арестованные! Чего-то тихо поете? Вас там не услышат. Можно и погромче. Нам не помешает. Пройтись по деревне, что ли? Вот моя деревня, вот мой дом родной. Ну чего встали? Выполняем приказания. Штеля, штеля. От кажи мені, Єгор, а як ти гадаєш? До вечора управимося, а? Да не, на 8 назначено. Про никак. Ти поглянь, Єгор, які гарні скрині, та бабка та багата, як жити. Треба пошукати ще трохи. Да пошукаешь еще. Тебе чого?
Ще чого захотіла? Рогово їй подавай. Та на що він тобі? Що ж ти в'єшся над моєю головою? Сидоренко, ну-ка! Ей, наливайте повні чари, щоб через залилося, щоб наша доля в нас не цуралась, щоб краще світі жилося. Вот деревня. Деревня, она и есть деревня. Ай, глаза бы не смотрели. Темень! А, товарищ Рогов, вас девчонка какая-то спрашивала. Товарищ Рогов, ну ось тут-то ще не шукали, ну. Да пошукаешь еще, пошукаешь. Мы тут уже и нашли, чего и не искали. Вот говнюк, а. Думай теперь. Ну чего там баня? Скоро будет готово. Я воды натаскал. Сейчас прогорит и все. Я насчет аванса. Мне бы подлечиться немножко. Эх, Николай Николаевич, культурный человек, хуже пролетария стал. Ну, вон на столе возьми. Скажи-ка, у кого на деревне самогон хорош? А как это, у Кратихи. Второй дом над оврагом. Чисто варит. Чисто. А Надька, что там? А Надька все лавки отмыла. Старается. Ну и мы постараемся. А? Семенов! Семенов! А? Постараемся. Постараемся, спрашиваю, Семенов. Семенов, постараемся! Постараемся, Семенов! Семенов постарается! Постарается, Семенов! Постарается! Скучно что-то. Пойти поспать, что ли? Там в сарае сено-то есть? Нема. Вот плохая деревня, а? В нормальное село приезжаешь, так председатель сельсовета все сам тебе несет. Власть уважить, а тут хоть по избам иди. Ох, Сидоренко, про Кратиху слышал? Вот там и пошукаешь. Второй дом над оврагом. Деревня плохая. Надо, чтобы мужик сам нес. Вот что нужно. Несет он, держи карман. И лучше семью кормить, а тут так отдай. То есть как это так? Рабочий класс как? Он костяк всему. А крестьянин что он? Собственник, сволочь. Так перемрешь народ, ежели весь хлеб-то отбирать. А кто перемрет, туда ему и дорога. Ты вон новых нарожаешь. Надька нарожает. Это точно. От нас
такой народ пойдет, какого еще не было. Новый народ. Все будет наше. Все будет новое. Государство будет новое. И земля, и небо новое. А теперешний народишко никуда не годится. Пускай перемрет. Ты врешь! Врешь! Ты сам помрешь, а народ не перемрет! Да который народишко дрянь, туда ему и дорога. Тебе, Николай Николаевич, надо полненький, полненький. Попа доставили. То як же? Товариш Рога, вас там якась дівчина запитує. И говорил на воскресной проповеди: облекитесь во всеоружие Божие. Я хочу сделать заявление. Валяй. Ваш следователь Шиповалов требует от меня признания в том, что я украл храмовую икону. Да я в жизни своей ничего не крал, тем более иконы. А во время изъятия церковных ценностей я находился по дороге в городок, куда вез предназначенный мне для сдачи хлеба. И тому есть свидетель, который вез меня туда для сдачи хлеба. А, было, и я ж тому свидетель. Да молчи, дура! Тебя спросят, когда надо будет. И другой есть вопрос, гражданин Флеровский. Говорили ли вы на проповеди: облекитесь во всеоружие Божие? Это апостол Павел говорит. А что еще ваш апостол Павел говорил? Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вы могли стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы. Подпишите, что говорили. Пожалуйста. Так. А вы ведь, батюшка, себе приговор подписали. Вот он, приговор-то. Поняли? Понял. А выход есть. Отрекайтесь. Снимите себя сам. Вы старый человек, жена больная, никто вас не тронет. Будете жить себе спокойненько. Если бы я в Бога не верил. Да у меня отец и дед были священниками, сын священник. А второй где? О нем давно не имею сведений. А мы имеем. Он в добровольческой армии, ваш второй сынок.
Или нет? Да. Иди к бабкам. А ты, Рогов, дурак, иносказания не понимаешь. Я про всеоружие. Это ты, Николай Николаевич, не понимаешь. Тут ясно сказано. Против властей. Я и говорю, дурак! Против каких властей? Апостол Павел жил 2000 тому! О каких властях он тогда говорил? Власть тогда была римская, императорская. О каких властях? Народный ты учитель, Николай Николаевич, одним словом. Тут другое важно. Кто признает над собой власть Божию, для того всякая другая власть. Фу! Потому нам, церковники, первые враги! Головой надо думать, Голованов! Мне человек целиком нужен, с потрохами! Ведь моя забота! И сколько не дай, все мало! Ничего мало не покажет! Славный Байкал! Амулевая бочка! Славный Байкал! Амулева! Да сядь ты, я тебе сказал! Амулевая бочка! Славный Байкал! Амулева! Да сядь, я тебе сказал! Шило в жопе, что ли? Амулевая бочка! Славный Байкал! Семен, только недолго, понял? Надь, что это? Не знаю. Пойдем. Чё? Злая. Сидоренко. Ну что, Тимофей Рогов, знаешь, что тебе за дезертирство будет? Знаю. А зачем сбежал? Вмоготу стало. Не вмоготу. Всем вмоготу, а тебе не вмоготу. А жить-то хочется. Хочется. А ведь помирать придется. Сеня, Христом Богом прошу, не погуби. Ради матушки нашей не погуби, Ты как запел-то, а? Куда метишь? Матушку, что ли? Сеня, прости меня, пожалуйста. А прощения заслужить надо. Я заслужу, Арсений, я заслужу. Как служить-то будешь, а? Начальство слушай. Этих твоих старух сегодня утром к расстрелу приговорили за укрывательство дезертира. Как приговорили, когда? Тогда, так вот ты, дезертир, сегодня по утрянке их и расстреляешь. Этого я не могу! Как не можешь? Я могу, а ты не можешь! Тебя солдатским хлебом кормили, стрелять учили, вот и пойдешь в команде! Этого я не могу. Тогда пойдешь с бабками под расстрел. Как скажете.
Антошка! Ирина Федоровна, ты о ней подумал? Да я о ней и думаю! Голованов! Голованов! Голованов, подпиши! Подпиши! Голованов, подписывай! Я не подпишу! Я не участвовал! Деньги-то крал! Крал! Ну хорошо, не участвовал, подпиши! Так и запишем, не участвовал. Сидоренко Семена! Сидоренко! Управились. Товариш Жолоб, мене це не треба. Мене б тут пошукають. Ну. Ну что, проветрила? Только рассадорил без толку. Надь, а ты грамотная? Я-то 4 класса ходила. Ой, да небось и фамилию написать не сможешь. Да я что хочешь написать могу, я ж грамотная. А ну-ка напиши здесь, как зовешься. Да Козелкова же. Ну так и пиши. Да? Гну. Пошли в сарай. Чего? Семенов, пойдешь? Да что его? Он же он ледящий. Одна ботва. Ну ничего, с тебя не убудет. А ты мне более нравишься. Да? Он Дуся говорит, во мне 7 бесов. Так что меня и на 7 хватит. Только вот этого не Катерина Евдокия, самовар не поставили, Дусе чаю не дали. Какие противные, их Бог накажет. Настя, поправь мне венец, и цветочки тоже. Видишь, на свадьбу идем. Я сказала, Настя. Нету Насти. Ушла Настя. Не ври, она здесь. Не плачь, матушка, не плачь, Дуся. Дядюшка Рогов. Да уйди ты! Семенов, Сидоренко, Мухамеджин. Так это, Мухамеджин, Сидоренко, когда еще вперед ушли? Поведете их через 100 болотца. А я верхами в объезд. Ну что, пошли что ли? Не тронь меня. Да я несли помочь. Слышь, не тронь, кого говорят. Да воскреснет Бог и растучится в России. Помолчите, помолчите, вот она, Настя. Вот она, все врешь, Антонина, вот она. Настенька, уходи, уходи отсюда, Настя, уходи. Я Настя Витюнникова, я с ними вместе. Куда? Куда это ты с ними вместе? А все равно куда? Куда они, туда и я. Так может мы их расстреливать идем? Куда Дуся, туда и я. Ты что, хожалка ее что ли? Хожалка, я в
уже не 3 года живу. Я Настя Витюнникова. Дура, девка! Иди отсюда! Венец! Девка, мой венец! Украсть хочет! Хренушки тебе! Эй, солдатик! Я Витюнникова Анастасия, слышь? Я! Дуся, скажи им, что Настасья я! Отпусти девчонку! Девчонку, да отпусти! Дусенька, голубушка, прости меня ради Господа. Мне с тобой рядом стоять. Отпусти, Дуся, отпусти. Ну что, разобрались, кому идти? Стыд, стыд тебе, Дуся, молодая-то на себе нести. Да вы поделитесь еще, я такого еще никогда не видел. Иди, дочка, иди. Иди, откуда пришла. В дом не входи. Иди. Что, пошли, что ли? Это со мной пойдет. Это. Нам еще обратно возвращаться. Не пущайте раба твоего, владыко, по глаголу твоему одолжить. Ведро большое одолжить. Здравствуй, бабушка. Ты откуда, Ва? Чего тебе? Норогова. Он верхами по Глуховской дороге только проехал. Проехал он. Только проехал.
бы Сучкова дала чуток. Видишь, как ты маешься-то, Николай Николаевич. Помереть бы скорей. Устал я, Надя. Да ты ж не старый еще. И образован. Бросил б ты пить, а? Может, тоже начальником стал. Хорошая ты девочка, Надя. Бросила б ты гулять, а? А ты не смейся надо мной, Николай Николаевич. Дуся вон говорит, во мне 7 бед. Ну, а чё ж тогда просишь, чтоб я бросил петь, а, Надя? А ты когда смеешься, Николай Николаевич, у тебя лицо такое доброе. Да и вообще, если посмотреть, ты красивый. Надюх, при всем моем уважении сейчас, извини, не могу. Я ж не к тому. А хоть бы и к тому, все равно не могу. Я чё-то вчера быстро нарезался. Слаб я стал, Надька. Ничего не помню. Глухо восходить, что ли? Надюх, мне сейчас не дойти. А что, долго вчера сидели, а? А я и не знаю. Я пристроилась вчера по своему делу в сыроюшке-то, у Дуси во дворе. Утром проснулась, нет никого. Водички попила, да и думаю, к мужу схожу. А тут ты лежишь, помираешь. Надюха, может, у твоего есть, а? Чего? Выпить? Да ты что? Он же не пьет, не курит, не бранится никогда. А как он на тебе женился тогда? А что? Я ж не всегда такая была. Я за него целой пошла. Это уж потом на меня наехало. Детей-то от него нет. Скучно. Сблудила один раз и наехала. А Петр Фомич человек хороший. Он меня и пальцем не тронул. Так и отпустил. Даже и не выгнал. Я вот сейчас приду, поем, что там есть. В доме приберу, постираю. Петр Фомич человек хороший. Он меня жалеет. Ой, Тимош, а ты откуда взялся? Тебя ж вроде забрали. А я их расстрелял. Сам. Кого, Тимоша? Всех. Отца Василия, Дусю, Антонину, Марью и Маню Горелую. Она мужик. Тимоша, что с тобой? Голова не болит? Голова не болит. А может, мамань твою привезти? Нет, не надо ее приводить, она не знает, кто ей, что ей здесь расстреливают. А за что, Тимош, а? А по приговору. Ну точно из ума вышел. Надо Ирину Федоровну звать. А когда, Тимош? Так вчера, дядь Коля, вы же сами за тем столом и сидели, пока я в келье у Дуси-то был. А что там моя подпись стоит, да, Тимош? Того я не видел. Нас привели в Глухову пустошь, а там уже и яма вырытая. Нас поставили, и он зачитал приговор. Меня за дезертирство, их за укрывательство, а отцу Василию контрреволюцию вписали. А от ямы холод такой идет, не могу сказать, какой. Подожди, Надь, ты что, не подписывала? Подписывала. Только я ж, Николай Николаевич, ничего про суд-то не знала, ей-богу, ну так вот сидели мы. Тимош, что дальше-то было, а? Дальше что? Я и встал. А отец Василий
Всю дорогу, как шли, панихиду пел. А тут вдруг остановился и говорит: Господи, прими душу раба твоего, отца Василия, раба Божьего прокла. Какого прокла? Раба Божьего прокла, раба Божьего, отдав дочь Автонины и Марии. Тут он сказал: стреляй, не то сам в яму пойдешь. Я и выстрелил в Дусю. А ее как из седалища вынули, Антонина с Маней Горелой держали. Тут она упала. Я еще стрелял, и другие стреляли. Все упали. Я спустился. Они уж все были неживые. Снял с отца Василия рясочку, сапоги снял худые. На Дусе одежда такая дряхлая, что под руками вся разлезлась. А на теле вериги аж до мяса въелись. Попал ей в самое сердце. Снял с Марьи, с Антонины. А с Маней Горелой снял зипун, а там икона привязана. И юбку сняла, а она мужик. Как? Мужик? Ну, Стасная, что ли? Да нет, нет, ну, обыкновенное дело, мужик. Вот кто прокол-то был Дусин жених. Я всю одежду наверх повыбрасывал, потом икону к себе привязал. Вот, возьмите ее от меня, я погибшую уже я не могу. Тимофей! Слышите, это меня зовут. Икону спрячьте! Что ты, я не могу! Да ты не бойся, они сейчас уедут, не тронут тебя! Я не могу, я поганая! Где Николя? А мы, Надька, все поганые. Мы в Бога не веруем, а Он в нас некоторым образом верует. Тимофей! Чего, все прохлаждаетесь? Тимофей, собирайся, едем. Дядюшка Рогов, не мама попала, Верка повешалась. Чего, Верка повесилась? Верка повешалась. Ребеночка. Слышите? Херувимскую поют. Смотрите! Венец от земли поднимается светлый! Ха-ха! Это Дусин венец! А вот второй, третий! И все в небо идут! И все наши брюхинские! А Дусин-то выше всех идет! И как светил! А вот еще один маленький ясенький! Только это я не знаю, чьи в яме-то их 5 было! Заблажил малый-то! Хлебушка не хотите? Хлебушка, покушайте хлебушка. Всем мужчинам хлебушка, всем женщинам хлебушка, всем деточкам хлебушка, покушайте хлебушка. Покушайте. Тимофей! Ты что? Да что вы все с ума посходили? Хлебушка покушайте. Нет уже ничего. Никаких венцов нету. И хлеба нету. Куда? Куда вы все смотрите?
стихия, полные надежды, любви. Преподобна мученица, Дева Евдокия, песню спесь меня благослови. Если скорби нападут лихие, на житье тяжелое не злись, преподобна мученице, Деве Евдокии, ты с умилением помолись. Преподобна мученице, Деве Евдокии, ты с умилением помолись. Вспомни, православная Россия, пред святым царем измены грех. Преподобна мученица, Дева Евдокия, у престола молится о всех. Преподобна мученица, Дева